Сегодня новая тема. Здравствуй, Ахтан. Мы сегодня пройдем с вами географическую оболочку, то есть географическая оболочка, строение, свойства географической оболочки. Также продолжим изучение, здравствуй, Тимур, гидросферы. Гидросфера, воды Мирового океана и схема поверхностных течений. Это темы сегодняшнего урока. Прежде чем начнем урок, домашнее задание. Вам нужно изучить параграфы 7, 8, 9, 10, прочитать их все и, соответственно, выполнить работу в Я-классе. Также до этого я отправляла ваши оценки классным руководителям, надеюсь, вы уже получили. И те, кто не выполнял ни одну домашнюю работу, да, соответственно, у кого много двоек, я вас попрошу отправить домашний эксперимент, о котором я ранее вам говорила. Домашний эксперимент это может быть, например, макет вулкана, да, это может быть течение воды, может быть также создание, например, геотермальной энергии, да, это может быть интегрированное. Да, Мантур, пустые клетки это двойки, правильно. Домашние задания, конспекты, ребята, желательно принести в школу, так как у вас конспектов и ответов на вопросы очень много. И, соответственно, желательно, чтобы тетради вы принесли. Тем, у кого много двоек. То есть не всем, а именно тем, у кого много двоек. Соответственно, они должны выполнить видеопроект «Домашний эксперимент». Надеюсь, все, да? Целью сегодняшнего урока является ознакомление с ролью Мирового океана в жизни Земли, со свойствами и происхождением вод Мирового океана, формирование знаний о движении водных масс в океане, о причинах образования течений и их влияние на климат планеты. Также мы должны развивать представление о свойствах и строении географической оболочки и роли организмов в сформировании природы. Это цели нашего урока. План урока. То есть мы познакомимся с вами с гидросферой, с Мировым океаном, географической оболочкой и строением, получается, географической оболочки. Как вы думаете, что произойдет с планетой, если испарится вся вода Мирового океана? Да, Алтынбек. Чингис пишет нам засуха. Мы все умрем, пишет Нурсултан. Очень плачевные результаты, да? Насколько важно океан для жизни на Земле? Как вы думаете? Очень важен. Угу. Очень важен, да? Для пищевой цепи, пишет нам Марсель. Почему жизнь зародилась в воде? Элемент для поддержания и появления жизни. Амир нам что-то на латынице написал. Жизненно важен. Угу. Отлично. Значит, чтобы на эти вопросы, нам необходимо определить роль океана для жизни на Земле. Соответственно, начинаем сегодняшний урок. Да? Как вы знаете, океан согревает нашу планету. Правильно, Амантур. Океан поставляет влагу на сушу, влияет на климат, реки, растительный и животный мир. Океан дает пищу человеку, да, это рыба, морепродукты также. Помимо этого, в океане уничтожаются отходы, ну, конечно же, в определенных пределах, да. Побережье океана является местами отдыха людей. Океан также является кухней погоды, да. Мы до этого, когда говорили о климатических поясах, говорили о том, что океан сильно влияет на климат, да. В океане находятся залежи полезных ископаемых. Существуют монстры, ну, насчет монстров я не знаю, Амантур. Площадь океана на территории нашей планеты, да, составляет 361 миллион 455 тысяч квадратных километров. Как вы знаете, на территории
На нашей планете это Северный Ледовитый океан, Атлантический океан, Тихий и Индийский океаны. Да? Давайте вспомним самое глубоководное место на нашей Земле. Как называется этот желоб и сколько составляет его глубина? Марианская впадина. Отлично, Нурсултан. Угу. Ахтан, Эмир, отлично. Напишите, пожалуйста, глубину. 11 километров. Если быть точнее, 11 022 метров, да? Молодцы. Отлично. Океан, ребята, занимает почти 3/4 поверхности нашей планеты. И вода, как вы знаете, одно из самых удивительных веществ на Земле. Драгоценная жидкость, дар природы нашей планете. В таком количестве, как на Земле, ее нет нигде в Солнечной системе. Как вы знаете, океан трудно нам представить, да, как велико его значение в жизни Земли. Облака на небе, дождь и снег, реки, озера, родники – все это частицы океана, которые временно покинули его. Да? Океан определяет многие, получается, черты природы Земли. Отдает атмосфере накопленное тепло, питает ее влагой, часть которой переносится на сушу. Он также оказывает огромное влияние на климат, почву, растительный, животный мир. И также велика его роль в хозяйственной деятельности человека. То есть, как вы знаете, да, океан является целителем, она дает лекарства и принимающие на свои берега миллионы отдыхающих, недра под океанами, источники многих полезных ископаемых, энергии. Это все, ребята, про океан. История человечества непрерывно связана с изучением и освоением океана. Его познание началось с глубокой древности. Но самые новейшие данные были получены в последние десятилетия, да, с помощью новейших техники. Исследования, проведенные на научных судах и собранные автоматическими океанографическими станциями, а также искусственными спутниками Земли, помогли обнаружить вихри в водах океана, глубинные противотечения, да, которые доказывают существование жизни на больших глубинах. Продолжим. До этого, да, то, что мы говорили. Также она является самой просторной в мире дорогой, которая связывает материки. Также является рекреационным ресурсом. Да? Океаны отделены друг от друга материками и соединяются проливами. Посмотрим, что такое пролив. Пролив – это узкое водное пространство, соединяющее океаны и моря. На примере возьмем с вами Мозамбикский пролив, да? Расположенный на материке, получается, как раз-таки соединяет Мадагаскар и материк Африку. В Индийском океане, да, расположено. Следующее – это залив. Это часть океана либо моря, глубоко вдающаяся в сушу. Например, возьмем с вами... Нет, Нур-Султан, Красное море – это Красное море, да? Вот, пожалуйста, Мексиканский залив. Которая, видите, она глубоко вдается как раз-таки в сушу. Вот она. Вы видели, да? Расположенная на материке Северная Америка, да? Море – это часть океана, отделенная от него островами или полуостровами, отличающиеся от него свойствами воды, обитателями. Например, какие моря мы с вами знаем? Давайте вспомним. Черное море. Угу. Каспийское море, оно является не морем, а озером, да? Балтийское море. Угу. Мертвое море. Средиземное. Красное. Отлично. Молодцы, ребята. Много морей вы знаете. Аравийское море. Угу. Продолжаем. Береговая линия – это граница суши и моря. Пожалуйста. Очертания береговой линии. Температура воды в океане. Океан, как вы знаете, нагревается медленно, сохраняет долго тепло. А суша нагревается она быстро и отдает также тепло быстро. Соответственно, океан является аккумулятором тепла. Как вы знаете, самые характерные свойства получается океана, да, это его соленость и температура.
Океаническая вода – это слабый раствор, в котором обнаружены почти все химические элементы. В ней растворены газы, минеральные органические вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности организмов. Основные изменения солености наблюдаются в поверхностном слое. Соленость зависит главным образом от соотношения атмосферных осадков и испарения, которые изменяются в зависимости от географической широты. У экватора соленость, например, 34 промилле, да? Близ тропиков 36 промилле, а у умеренных, получается, и полярных широтах около 33 промилле. Меньше соленость там, где количество осадков превышает испарение, то есть где велик приток речных вод, где тают льды. То есть вы знаете, да, что воды океана нагреваются, как и суша, от притока солнечного тепла на его поверхность. Занимая большую площадь, океан получает больше тепла, чем суша. Температура поверхностных вод не одинаковая и распределяется в зависимости от широты. В отдельных районах океана эта закономерность нарушается океаническими течениями, а в прибрежных частях – стоком более теплых вод с материков. Температура воды в океане изменяется с их глубиной. Льды в океане, они образуются при температуре минус 2 градуса, да? Льды бывают однолетними, многолетними, плавучими и дрейфующими, да? От температуры океанических вод зависит образование льда. Как вы уже знаете, да, что морская вода замерзает при температуре минус 2 градусов. При охлаждении плотность соленой воды увеличивается, верхний слой ее оказывается тяжелее и погружается вниз, а к поверхности поднимаются более теплые слои воды. Такое перемещение воды препятствует образованию как раз-таки льда. Да? Льды образуются только в арктических и субарктических широтах, где зима долгая и очень холодная. Замерзают и некоторые неглубокие моря, расположенные в умеренном поясе, различают однолетние, многолетние льды. Океанический лед может быть неподвижным, если он связан с сушей, или получается плавучим, да, как раз таки мы об этом с вами говорили, либо же дрейфующим. В океане встречаются льды, отколовшиеся от ледниковой суши и спустившиеся в океан, это айсберги, да, и ледниковый покров океана оказывает огромное влияние на климат Земли, на жизнь на нем, да. Льды отражаются, солнечные лучи охлаждают воздух, способствуют образованию туманов, они затрудняют судоходство и морские промыслы. Пожалуйста. Соленость воды, да, зависит от широты, осадков и испарения, таяния льдов и притоков речных вод. Пожалуйста. Значит, на экваторе получается у нас 34 промилле, да, в умеренных и полярных широтах 33 промилле и в тропиках 36 промилле. Водные массы. Что такое водные массы? Да? Это большие объемы воды, образующиеся в определенных частях океана и отличающиеся друг от друга. Эмир, это не проценты, а промилле, то есть как раз-таки соленость воды. Да? Значит, водные массы, они отличаются температурой, соленостью, плотностью, прозрачностью, количеством кислорода и наличием определенных живых организмов. Классификация типа водных масс. Они различаются по глубине, да, это у нас поверхностные, промежуточные, глубинные, придонные. До глубины 200 метров это экваториальные, тропические, умеренные и полярные. А по удаленности от материка это прибрежные и внутриокеанические. Это, ребята, классификация типа водных масс. Пожалуйста, все то, что мы проходим с вами на уроках, желательно конспектировать в тетради. Следующая наша тема – это географическая оболочка. То есть, как мы с вами до этого проходили, да, мы с вами узнали о литосфере, да, о, получается, земной, как раз-таки оболочке Земли, да, об атмосфере, воздушной оболочке Земли, гидросфера, которую сейчас прошли, водная оболочка Земли, и биосфера – это как раз-таки живая оболочка нашей планеты. И кроме этого, также есть следующая оболочка, это географическая оболочка, которая охватывает как раз-таки
земную кору, нижнюю часть, как раз таки нижний слой атмосферы, тропосферу, полностью гидросферу, геосферу. И также в нее входят люди, да, соответственно, человек. Это полностью географическая оболочка. Это целостная и непрерывная оболочка Земли, которая образовалась в результате взаимопроникновения и взаимодействия веществ отдельных геосфер, то есть как раз таки литосферы, гидросферы и атмосферы. Пожалуйста, посмотрите. Нижняя граница географической оболочки – это, получается, земная кора, да? И верхняя граница географической оболочки – это нижний слой атмосферы, тропосфера. Соответственно, вот этот вот слой называется географической оболочки. Это сфера взаимопроникновения и взаимодействия всех оболочек. Географические, получается, оболочки, границы выражены нечетко, и ученые ее определяют по-разному. Общая мощность географической оболочки составляет около 55 километров. Вот посмотрите, пожалуйста. Это у нас идет, да? Биосфера, гидросфера, литосфера и тропосфера. Соответственно, это является географическая оболочка. Между оболочками Земли происходит сложное взаимодействие и непрерывный обмен веществом и также энергией. Да? Основная у нас это энергия Солнца. Влияет она на все оболочки Земли, и на атмосферу, и на гидросферу, также на биосферу, да, и на литосферу. И, соответственно, энергия внутренних частей Земли, вы знаете, да, что ядро, магма, также оно сильно влияет на такие, получается, сферы, на гидросферу, атмосферу, на живые организмы, на рельеф, соответственно, влияет внутренняя энергия Земли. Круговорот веществ в земной коре. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Под влиянием, получается, энергии Солнца у нас идет очень много процессов. Это как раз-таки именно внутри земной коры, да, это извержение породы, выветривание, осадочные породы, да, преобразование пород идет, метаморфические породы, также переплавление, магма, кристаллизация, и это все происходит на извержение пород. Дальше, биологический круговорот. Вы это также проходили по биологии, да? Солнечная энергия также влияет очень сильно на именно биологический круговорот, да? Соответственно, полностью все взаимосвязано. Это как раз-таки почвенные животные, бактерии, да? Гумус, это как раз-таки элемент питания растений, да? Солнечная энергия попадает. У нас идет фотосинтез, выделение, получается, кислорода, и, соответственно, это у нас биологический круговорот. Пожалуйста. Каким образом, да, идет? Круговорот воздуха. Это схема горизонтального и вертикального движения в тропосфере, как раз таки, да? Угу. Мировой круговорот воды. Как вы знаете, опять-таки под влиянием солнечной энергии, да, с поверхностных вод океана идет испарение, образование облаков. Эти облака потом выпадают в виде осадков, да, осадка это в виде дождя, в виде снега. Потом дождь, либо же снег полностью просачивается в землю, у нас образуются подземные потоки, и потом оно через стоки, получается, рек, да, обратно соединяется с мировым океаном. Свойства географической оболочки – это целостность, ритмичность и зональность. Целостность географической оболочки – это говорит о том, что о соединении всех сфер нашей планеты. Это литосферы, гидросферы, атмосферы, а также биосферы. Они полностью взаимосвязаны друг с другом. Как вы знаете, да, если пострадает, либо же идет изменение одной сферы, это влечет с собой изменение всех сфер. Это единственная географическая оболочка, обусловленная тесной взаимосвязью всех компонентов природы.
Что такое ритмичность? Это повторяемость во времени тех или иных явлений географической оболочки. Например, это смена климатических поясов, да, смена погоды, как вы знаете, да, это как раз-таки ритмичность. Географическая оболочка, как целостная система, она формировалась и развивалась непрерывно под влиянием воздействия внешних и внутренних процессов. И в результате сформировался неповторимый облик нашей планеты. Это как раз-таки внешние процессы, мы говорили, да, экзогенные процессы, и внутренние – это эндогенные процессы. Природа Земли, как вы знаете, она разнообразна, следовательно, разнообразны части географической оболочки, и в связи с этим географическая оболочка выделяет части, это природные комплексы. Природные комплексы также состоят из компонентов, это вода, почва, горная порода, да, растения, животные. Самые крупные природные комплексы – это материки, соответственно, которые есть на нашей планете, да, и океаны. А мелкие природные комплексы – это уже участки суши, да, получается, это может быть болото, может быть река, луг, лес, да, либо же овраг. Это у нас уже идут мелкие природные комплексы. В результате взаимодействия компонентов географическая оболочка обладает присущим только ей свойством. Да? Только здесь присутствуют вещества в твердом, жидком, газообразном состоянии, что имеет огромное значение для всех процессов, происходящих в географической оболочке. И прежде всего, как вы знаете, для возникновения жизни. Да? Только здесь, у твердой поверхности Земли, возникла сначала жизнь, а затем появились человек и человеческие общества, для существования и развития которого имеются все условия. Это основные условия. Это воздух, вода, горные породы полезные ископаемые, да, солнечное тепло, свет, почва, растительность, бактериальный и животный мир. Значит, ребята, продолжите, пожалуйста, предложение. Географическая оболочка – это что у нас? Есть ответы? Океаны, ледники, рельефы. Угу. Это совокупность гидросферы, литосферы, атмосферы. Отлично. Молодцы. Географическая оболочка состоит из чего? Из каких компонентов? В ней живут все организмы живые. Угу. Еще? Гидросферы, биосферы, литосферы, атмосферы. Угу. То есть основные компоненты – это вода, воздух, земная кора, да, и животно-растительный мир. Все находится во взаимодействии, да. Все процессы в географической оболочке происходят под влиянием Солнца. Молодец, Нурсултан. Значит, в географической оболочке происходят круговороты воды и веществ, велика роль живых организмов, под влиянием которой образовалась географическая оболочка. Молодцы, ребята. Отлично. Правильно. Значит, человек является для природы Земли хозяином, пользователем, другом, смотрителем или врагом. Кем является? Вредителем, пишет нам Ахтан. Мы только вредим, что ли, нашей планете?